Приступили мы к работе в прошлом году, с августа месяца. С 19 августа у нас появился контракт муниципальный на обслуживание, получается, вот этого питомника. Это не приют, хочу подчеркнуть, да, для многих жителей, некоторые думают, что это приют, собаки содержатся здесь пожизненно. К сожалению, нет, мы работаем по программе ОСВВ. Это 30 дней, это стерилизация, кастрация, вакцинация, то есть и выпуск обратно в прежнюю среду, где собака была отловлена. Но обращений в среднем подсчитать невозможно, да, на сегодняшний день за год у нас уже за 7 тысяч перешло обращений от населения, то есть это, 10 месяцев с лишним прошло. 2 бригады – это водители, 2 ловца. Водители также оснащены навыками ловли, то есть водители помогают 2 ловцам, и бригада фактически состоит из 3 человек. Выезжают они по графику. График у нас утвержден, он не меняется, округа уже все к этому привыкли. А в основном заявки увеличиваются там, где частный сектор. Это у нас автодорожный, это у нас Гагаринский, Белое озеро. В основном идет Марха, прям лидирует по всем показателям, потому что там в основном частный сектор. Промышленный округ, а остальные вроде скажем так, в нормальном рабочем порядке, поменьше. Естественно, имеется на каждую собаку отловленную видео. Она попадает сюда к нам. При входе мы ее сразу чипируем. Потом через 10 дней собака ложится на операцию хирургическую на 10-й день. То есть это стерилизация либо кастрация. В момент операции, когда собака находится под наркозом, ей ставят на ухо бирку. На сегодняшний день у нас красные и зеленые бирки круглые. Зелененькие – это кобельки, красные – это суки. Не как некоторые считают, что красные агрессивные, а зеленые хорошие. Нет. На 20-й день ставим вакцинацию. Вакцинация идет комплексная от чумы, от бешенства, то есть от паровирусных инфекций. Целый комплекс в этой вакцине. Ставится вакцинация, 10 дней собака сидит. То есть мы ее наблюдаем, все заживает, все отлично. И на 30-й день она, по идее, должна выйти на свободу там, где ее отловили. Заявки на сегодняшний день принимает единая диспетчерская служба 34229. Хочу пояснить жителям, о том, что когда вы звоните туда, там просто надо рассказать о проблеме, четко дать адрес, дать контактный свой телефон. Пункта передержки есть в 2 ГИЗе, то есть если есть возможность, можно писать на WhatsApp и даже отправлять фотографию той собаки, которую действительно нужно изловить. Если вдруг все-таки такое возможно, попадаются собаки, которые кидаются, часто очень это частный сектор, собачки на самовыгуле, ситуации бывают всякие, Я, конечно, рекомендовала бы не кричать, не орать, потому что тем самым они вводят в ступор собаку, и он начинает точно так же бояться, и от этой боязни может произойти что угодно. Постараться как-то спокойно отойти и, конечно, обязательно не поворачиваться спиной к собаке. И все-таки с детства надо прививать нашим детям о том, что это животные, и если вспомнить небольшую историю, чуть раньше, они жизни спасали. Они очень много помогают, и сейчас помогают. Есть же собаки-поводыри, и есть собаки-поисковики, которые реально спасают жизни людские. И немножко, если об этом подумать, надо пожалеть их.